Слово предоставляется доценту Крымского инженерно-педагогического университета, заместителю председателя Кенеша Мелиферка Энверу Кантемир Умерову. Sayılı bugünkü sual pek mühim. Onun için biz yaxşı çalışsak, birbirine yardım etsek pek yaxşı olur. Уважаемое собрание, мы переходим, собственно говоря, к теме, конкретной теме нашего сегодняшнего заседания, слушаний того законопроекта, который разработала и предложила организация Мелиферка. Безусловно, знаменательна вот первая часть наших докладов, которая посвящена потере нашей государственности, потому что фактически сегодня речь идет о том, чтобы найти возможность вернуть с прошлого в настоящее. И, конечно, значит, все, я предполагаю так, что такие вот эмоции мы пока оставим в стороне, обратимся к достаточно сухим фактам и комментариям. Я бы хотел, полностью утратил остатки политической независимости, которыми пользовалась даже при самых деспотичных султанах. Внутренней жизнью его теперь управляли неверные, малознакомые с местными традициями, особенностями татарской духовной жизни, национальной психологии, устоявшихся экономических порядков, местного хозяйства, пришедшего за многие века к высшей степени экологичности. Вторая цитата. Русских чиновников менее всего беспокоило обилие негативных перемен в быту и культуре татар. То, что эксплуатация обезземеленной массы народа никогда не достигала таких масштабов. Распространение же фактического крепостничества не только не играло прогрессивной роли, но и отбросило татар далеко назад и в социально-экономическом, и в национально-политическом развитии. Третье. Победители опустошили страну, вырубили деревья, разломали дома, разрушили святилища и общественные здания, уничтожили водопроводы, ограбили жителей, надругались над татарским богослужением, выкинули из могил и побросали в навоз тела их предков и обратили их гробницы в корыто для свиней, истребили памятники старины. И четвертая цитата. Названные властители Крыма, слабо знавшие особенности южного сельского хозяйства, за несколько лет развалили экономику края до крайней степени, чем и вызвали иммиграцию татар такого масштаба, что тревогу забили сами русские власти. В общем-то, четких, но документальных фразах. Значит, со стороны советского государства за это время осуществлено. Первое – это полномасштабная репрессия путем лишения всех крымских татар личного имущества, крова над головой, хозяйства и средств производства, социальной защиты и гарантий, путем насильственного переселения без всякого обеспечения средств к существованию, путем лишения, а затем существенного ограничения прав и свобод личности. Полномасштабность репрессий подкрепляется фактами уничтожения общенародных, общенациональных ценностей и исторического достояния. Именно национальной государственности, политических, общественных, культурных институтов, системы национального образования, института духовности и культуры, многих исторических памятников архитектуры и градостроительной. Материальный ущерб, нанесенный крымско-татарскому народу, по неполным данным, составляет 14 миллиардов 709 миллионов 570 тысяч американских долларов. Что еще хотелось бы сказать? Вот хотелось бы привести следующие вещи. Что потеряла в экономическом отношении Украина в результате осуществления репрессивных актов и насильственного переселения крымско-татарского народа? Первое. В исчислении человеческого капитала, обеспечивающего экономическое воспроизводство территории, Украина потеряла 8 миллиардов американских долларов. Второе. Украина потеряла воспроизводственную возможность приусадебных участков сельской местности, традиционные для Крыма. Это табаководство, каракулеводство,
шелководство, хлопководство, система горного орошения и садоводство. И за 20 лет бездействия государства после возвращения крымских татар практически физически ушло из жизни поколение, которое сохраняло профессиональные знания и умения, добытые предыдущими поколениями в этой области. То есть восстановление всего этого потребует сегодня колоссальных усилий и затрат. Четвертое. Украине пришлось менять в Крыму структуру хозяйствования, что повлияло за собой существенные экологические изменения, а именно повышение уровня грунтовых вод, засоление земель степного Крыма, ликвидация степных горных пастбищ, химизация вредными отходами промышленности огромных территорий. И пятое. Украина понесла ощутимые расходы на обеспечение нескольких принудительных переселений в Крым рабочей силы из других регионов Украины и России. То есть столько потерь, так сказать, и то, может быть, не в полном перечне, мы можем, так сказать, предъявить к государству за прошедшее время. Что же получила Украина, и в частности Крым, в результате самостоятельного возвращения крымско-татарского народа только за период с 1989 по 1995 годы? Первое. Украина сэкономила ресурсы, которые необходимо было потратить на возвращение, поскольку народ возвращался и возвращается за счет собственных средств. Второе. В Крым вернулось за указанное время порядка 300 тысяч человек, что эквивалентно передаче в экономику Украины 7 миллиардов американских долларов человеческого капитала. И третье. Народ привез с собой и потратил на свое обустройство и жизнеобеспечение не менее 1,5 миллиарда долларов. То есть фактически внеся эти средства в экономику Крыма, одновременно пополняя бюджет только за счет налогов порядка 300 миллионов долларов за это время. Таким образом, исходя из этих фактов и цифр, мы можем видеть масштаб потерь, и это все говорит о необходимости решения вопроса о восстановлении наших прав, потому что кто-то должен, в общем-то, каким-то образом отвечать за содеянное. Теперь, что еще бы я хотел сказать в обосновании того законопроекта, который выносится на обсуждение. Мы знаем, что после отмены режима спецпоселений уже в 1956 году были созданы определенные условия для возвращения в места своего исторического проживания других народов – чеченцев, ингушей, балкарцев в Крым. Получили право на возвращение в Крым. Гражданские акты, принимавшиеся когда-либо в отношении крымско-татарского народа на территории Украины, который подтверждает законность и справедливость всех государственных актов СССР, упразднивших полный перечень репрессивных актов в отношении всех народов, подвергшихся репрессиям со стороны государства и насильственному переселению, и, наконец, который восстанавливает коллективные права крымско-татарского народа и его представителей и обеспечивает принятие и выполнение государственной программы по его комплексной территориальной, политической, социальной и культурной реабилитации. Современная Украина, объявившая демократизацию общества основным приоритетом своего развития и выбравшая для себя статус права, бесчувственной, безучастной к судьбе целого народа, в отношении которого на государственном уровне практиковалась политика произвола и беззакония. Таким образом, необходимость принятия закона Украины о восстановлении прав и реабилитации репрессированного крымско-татарского народа приобрела на сегодняшний день чрезвычайную остроту и актуальность. Современное, строгое и объективное законодательное решение, освобождающее народ от гнусной клеветы
и определяющие ему равные с другими права и возможности, открывают широкие перспективы для его возрождения и развития как равного среди равных, ликвидирует причины межнациональной розни и напряженности и создает основу для толерантного взаимодействия во всех слоях крымского сообщества. Поэтому Мелиферка считает, что основной и главной целью будущего закона является полное восстановление коллективных прав крымско-татарского народа и индивидуальных прав его представителей, утерянных в связи с репрессивными государственными актами 1944 и 1945 годов, и действительная реабилитация народа, обеспеченная государственной поддержкой и государственными гарантиями. Принятие такого закона Верховной Рады Украины и подписание его президентом позволит покончить с последствиями произвола советского периода, обеспечит крымско-татарскому народу реальные возможности его возрождения, придаст новый импульс процессам демократизации общественных отношений и признанию за Украиной статуса правового государства. Я кратко постарался обосновать необходимость принятия такого закона. Я думаю, что так сказать, в различных наших встречах, беседах и публикациях существует еще целый ряд обосновательных предложений, которые говорят в эту пользу. Теперь конкретно я хотел бы перейти к тексту самого законопроекта. И прежде чем заниматься текстом, несколько слов о названии. Значит, мы предлагаем назвать данный законопроект о восстановлении прав и реабилитации репрессированного крымско-татарского народа. До сегодняшнего дня существует много разных предложенных названий, аналогичных законопроектов, которые в той или иной степени рассматривают эту проблему. Мы не используем термин «депортированный народ». Этот термин, в общем-то, так скажем, прилип к нашему народу до такой степени, что даже органы государственной власти, комиссии Верховной Рады Крыма, так сказать, структуры Совмина тоже используют в своем названии вот это понятие как депортированных. Значит, мы знаем с вами и должны совершенно четко представлять, что к депортированным относятся люди или даже коллективы людей, которые незаконно прибыли на данную территорию или живут на этой территории, не уважая законы этой территории, или, так сказать, препятствуют общественному порядку и так далее. То есть в таком случае таких людей депортируют либо в те места, с которых они прибыли, либо в какие-то другие места. Значит, мы были насильственно переселены, и насильственное переселение является наказанием, то есть репрессией для народа, поэтому мы не должны говорить о том, что мы депортированные. Надо забыть это слово и говорить о репрессиях, осуществленных по отношению к целому народу. Далее, закон, который мы предлагаем, носит название «О восстановлении прав и реабилитации». Значит, если посмотреть строго, то эти два термина понятийно близки друг к другу. То есть реабилитация — это тоже вроде бы как восстановление считается. Но мы специально использовали оба этих понятия, и разделив их таким образом, что мы считаем, что под восстановление прав это, в нашем понимании, это единовременный акт признания тех огульных обвинений и возвращения прав. Но возвращение прав еще не означает, что народ доведен до хотя бы того состояния, в котором он был выселен из Крыма. То есть нужно осуществить еще восстановление прав и реабилитации репрессированного крымско-татарского народа.
В вашем раздаточном материале присутствует этот закон с некоторыми там небольшими неточностями, но мы их пометим сейчас в моем выступлении. И в этой публикации нет преамбулы. Преамбула была дана и в средствах массовой информации, то есть тот, кто читал газеты, он это все прочитал. Но я еще раз обращу внимание на эту преамбулу и зачитаю ее, чтобы было понятно. Итак, преамбула законопроекта. Процесс неизбежного обновления украинского сообщества в современных условиях построения независимого и правового украинского государства определяет глубину исторической ответственности настоящего поколения перед потомками и настоятельно требует полного очищения всех сфер общественной жизни от имеющихся деформаций и искажений общечеловеческих ценностей. Неуклонная демократизация сферы общественных отношений в Украине создает благоприятные условия и реальные возможности для восстановления всех прав и полной реабилитации репрессированного крымско-татарского народа, подвергшегося репрессиям, насильственному выселению, геноциду, этноциду и клеветническим нападкам. Политика произвола и беззакония, практиковавшаяся на протяжении десятилетий по отношению к крымско-татарскому народу, являлась противоправной, оскорбляла и продолжает оскорблять достоинство не только репрессированного крымско-татарского народа, но и украинцев, а также представителей других народов, проживающих в современной Украине. Текстом, который у вас есть, там есть две неточности, о которых я отдельно скажу. Статья 1. Признать законными и преступными, признать незаконными и преступными все репрессивные акты, совершенные против крымско-татарского народа в период с 1944 года. Вторая статья. Восстановить крымско-татарский народ в его исконных коллективных и индивидуальных правах и обеспечить его реабилитацию от последствий геноцида, этноцида, огульной клеветы и исторической несправедливости. Вот эти две статьи можно было бы писать в одной статье, иногда так часто и предлагалось сделать, но мы специально предлагаем разделить, чтобы сделать акценты на каждом, так сказать, на каждом предложении. Репрессированным признается народ, нация, в отношении которого по признакам национальной или иной принадлежности на государственном уровне проводилась политика клеветы и геноцида, сопровождавшаяся его насильственным переселением, упразднением национально-государственных образований, национальных, общественных, культурных и духовных институтов, перекраиванием национально-территориальных границ, установлением режима террора и насилия в местах спецпоселений, а также последующим этноцидом, принудительной ассимиляцией и ограничением в правах и свободах. Я хотел бы отметить, что мы не пользуемся в данном законопроекте какой-то специальной терминологией, поэтому нет статей по разъяснению этой терминологии. Восстановление прав и реабилитация репрессированного крымско-татарского народа означает признание и осуществление права крымско-татарским народом на восстановление территориальной целостности, существовавшей до антиконституционной политики перекраивания границ, с обеспечением возможности беспрепятственного возвращения крымско-татарского народа в места его исторического, этнического и традиционного проживания в Крыму. Второе. Признание и осуществление права крымско-татарского народа на восстановление своего национально-государственного образования в виде и статусе автономной республики, сложившегося до ее упразднения. Третье. Признание усмотренных действующим законодательством Украины для граждан, подвергшихся политическим репрессиям. Вот здесь есть некоторые уточнения, которые, так сказать, вы заметили по тексту. Речь идет о компенсации морального вреда, то есть формулировка. И я хотел бы пояснить, что если мы заставим государство Украину принять соответствующий закон, который
прежде всего защищает или восстанавливает коллективные права народа, то тогда право каждого будет автоматически, так сказать, выполняться. То есть право каждого, который фактически считается до сих пор в состоянии репрессированного. И тогда все законодательное поле Украины, посвященное защите прав репрессированных, оно будет работать напрямую на каждого крымского татарина. И последнее. Признание и осуществление права крымско-татарского народа на возвращение и сохранение за ним его исторического и культурного достояния, на восстановление национальных, политических, культурных и духовных институтов, обеспечение государственной поддержки и создание условий для ликвидации отставания развития крымско-татарского народа во всех сферах общественной жизни и его успешной интеграции в украинское и международное сообщество. Вот последний пункт этой статьи как раз и говорит о том, так сказать, раскрывает смысл слова реабилитация. Статья 5. Вот здесь тоже, так сказать, у вас в редакции написано не допускается, а, так сказать, мы предлагаем все-таки внести конкретно и статью 5 начать словом «запрещается» агитация или пропаганда, проводимые с целью воспрепятствования восстановлению прав и реабилитации репрессированного крымско-татарского народа. Лица, совершающие подобные действия, а равно подстрекающие к ним, привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Украины, касающегося уголовного и административного правонарушения. Это вот запрещающая статья, она очень важная для того, чтобы, так сказать, все то, что часто совершается на сегодняшний день и проявляющееся как национальная нетерпимость, чтобы это было в законодательном плане запрещено. Восстановление прав и территориальная реабилитация репрессированного крымско-татарского народа предусматривает осуществление правовых и организационных мероприятий по восстановлению национально-территориальных границ Автономной Республики Крым, существовавших до их антиконституционного насильственного изменения, и обеспечения крымско-татарскому народу прав и возможностей по распоряжению природными ресурсами территории республики. Это очень важная статья, которая, собственно говоря, определяет восстановление границ, в которых существовала Крымская ССР, для того, чтобы народ мог совершенно спокойно расселяться, так сказать, сохраняя свою целостность. И, так сказать, она определяет, что государство должно обеспечить мероприятия, в связи с которыми крымско-татарский народ получает право на распоряжение собственными ресурсами. Потому что на сегодняшний день мы видим, как ресурсы нашей земли, в общем-то, расходуются совершенно без нашего ведома, участия и одобрения. Статья 7. Восстановление прав и политическая реабилитация репрессированного крымско-татарского народа, ранее имевшего свои незаконно упраздненные национально-государственные образования, предусматривает восстановление этих образований с сохранением норм национального представительства в органах власти, в формах, приемлемых для существующего административно-политического устройства Украины, а также обеспечение возможности создания и развития национальных общественно-политических институтов крымско-татарского народа. То есть, прежде чем говорить о политической реабилитации, правильно мы, так сказать, ставим вопрос в предыдущей статье о территориальной реабилитации. То есть сначала надо вернуть людям землю и территорию, а потом обеспечить на этой земле политические права. Причем политические права касаются не только государственных образований, но и создания политических институтов. Потому что мы сегодня видим, и вот сегодня наша организация занимается именно этим. То есть мы создаем политический институт, с помощью которого можно бороться в современных условиях, значит, бороться за права народа. И подлежит возмещению как гражданам Украины,
крымско-татарской национальности, непосредственно подвергшихся репрессиям, так и их потомкам. То есть за это время, за 40 и более лет, так сказать, на сегодняшний день осталось очень мало людей, которые действительно могут отнести себя к непосредственно репрессированным, то есть к переселенным и родившимся в местах спецпоселений. Но по-настоящему возмещение прав должно быть узаконено и для их потомков. И вот это право, оно, так сказать, к сожалению, не везде просматривается в законодательных актах, которые предлагаются, в частности, со стороны Милли Меджлиса. Самых разных аспектов, касающихся социальных проблем народа и каждого человека. Вместо того, чтобы расписывать, что, так сказать, нужно прибавить к отпуску столько дней или, так сказать, дать еще какие-то социальные льготы, которые, допустим, на сегодняшний день есть в законопроекте, который подал Мустафа Джемилев. Статья 10. Восстановление прав и культурная реабилитация репрессированного крымско-татарского народа предусматривает осуществление комплекса мероприятий по восстановлению культурного и духовного наследия народа, создание условий для его успешного развития и удовлетворения растущих культурных потребностей, а также признание за крымско-татарским народом право на возвращение прежних исторических названий населенным пунктам и местностям на всей территории Крыма. И последняя статья, 11, в ней тоже есть уточнение, которое нет в тексте в раздаточном материале. Все акты союзных СССР, республиканских республик СССР и вот то, чего там нет, независимого украинского государства и местных органов власти, а также должностных лиц, принятые в отношении репрессированного крымско-татарского народа, за исключением актов, восстанавливающих права крымско-татарского народа, признаются незаконными и утрачивают силу. Это последняя утверждающая статья, которая должна окончательно поставить вопрос о, так сказать, восстановлении прав крымско-татарского народа.